На прошлой неделе командование ВВС Швеции попало в топ мировых новостей, заявив, что их новейший истребитель Гриппен способен достойно противостоять российским Су-27, Су-30 и Су-35. Специалисты из-за океана сравнили характеристики машин и пришли к выводу, что шведы пошутили. Многоцелевой истребитель Гриппен И разработан специально для борьбы с российскими Су-27 и их модификациями, Су-30 СМ и Су-35, они идеально подходят для этой задачи, считают в Стокгольме. Saab JAS-39 Gripen – самолет четвертого поколения, построенный с использованием технологии малой заметности, его фюзеляж и крылья на треть состоят из композитных материалов. В концепцию истребителя заложена гибкость при выполнении боевых задач, укороченный взлет, возможность работы с неподготовленных аэродромов, простота и удобство в обслуживании, надежность. Новейшую модификацию Е, именно ее имели в виду в Стокгольме, серийно самолет пока не выпускается, отличает радар Сафар. По своим летным и боевым характеристикам Гриппен относится к классу легких истребителей и находится в одной нише с МиГ-29/35 и F-16 Falcon. Их задача – прикрывать сухопутные войска от нападения с воздуха, вести локальные бои в прифронтовой зоне, сбивать вражеские бомбардировщики, самолеты ДРЛО, постановщики помех и другие легкие цели. Российский тяжелый истребитель завоевания господства в воздухе Су-27 создавался для дуэлей с американским F-15 Eagle. Самолеты примерно равны по назначению, характеристикам и возможностям. Более поздние модификации, Су-30 СМ и Су-35, рассчитаны на борьбу с технологически продвинутым F-22 Raptor. Легкие многоцелевые истребители всегда пасовали перед специализированными самолетами завоевания превосходства в воздухе. Это было продемонстрировано во время войны в Персидском заливе и вооруженного конфликта между Эфиопией и Эритреей, где F-15 и Су-27 расчищали небо от легкой авиации практически без потерь. Поэтому утверждение, что Гриппен может победить элитные российские истребители, находится под большим вопросом, основанным на исторических прецедентах, дипломатично пишет Милитаряч магазине. От истребителя отказалась Швейцария, будущее контракта с Бразилией туманно из-за политической нестабильности в стране. Поскольку возможности российских Су-27/30/35 давно стали международной страшилкой для одних и заманчивым предложением, для прочих, фразу
«Шведские истребители победят СУ» можно расценивать как слоган. И не более того. Черный пояс, так образно надетый командующим ВВС Швеции генералом Матсом Хельгесоном на Гриппен для его теоретической схватки с самолетами Сухого, больше напоминает траурный креп.